ха, пока-пока, мамой. Все, Аишка уезжает. Вчера за ночь столько намело, мы даже не успели дорожки прочистить. Все, Аишка уехала. Сегодня приезжает братишка ее и мама домой. Друзья, добрый вечер. Сидит Хелшин. С вами снова Лейла. Друзья, я иду в магазин, уже, видите, вечереет. Но все-таки у меня сегодня, наверное, если я успею, я загружу ролик. Попросила сына принести мою шубу, принес шубу Мадины. Она мне маловато, но уже переодеваться не хочу, потому что будет уже темно. И я ничего не смогу снять. Так, все-таки сниму, я не могу с ним разговаривать. Так, друзья, сегодня я буду выкладывать ролик, который снимала 1 февраля, вы это поймете. А сегодня я просто хотела немножечко поговорить о вчерашнем ролике. Там небольшое недопонимание у меня получилось. Дело в том, что я просто объясню. Ни в коем случае я не хочу никого... Не то, что обижать, ну, я просто могу высказаться неправильно или сказать что-то неправильно. Дело в том, что когда я говорила, что я не знаю, есть ли, ну, я сказала, что траур у ингушей и у чеченцев, но я не знаю, делают ли они садаку. Там было чуть-чуть непонимание, потому что я, не докончив фразу, сказала, я не знаю. Я просто не знала, я скажу что и у чеченцев, и у ингушей одинаково. Депортация была 23 февраля. У других были другие дни. Что в те времена люди жили трудно и сложно, и что у каждого, почти каждого человека это коснулось. И это не значит, что я имела в виду какую-то национальность или еще что-то. Нет, это были времена. Это было так, но это было. И мне кто-то писал, я, правда, не хотела говорить, но ничего, я все-таки скажу. Сказала эта женщина, что мы злопамятные. Нет, мы не злопамятные, мы просто помним. А праздник, конечно, это праздник всех защитников Родины. Это ничего не значит. Я поздравила всех, я ничего не имею против никого. А когда я сказала, не знаю ли я, отмечают это чеченцы, я не сказала, не то, что отмечают, я просто свой ролик опять послушала, но там просто я как-то мысль свою неправильно выразила или, не докончив одну мысль, сказала вторую. Я не знаю, я имела в виду, что я сказала, что я не знаю, ну, делают ли вот так вот, как у нас, вот, например, у нас в ближайших, в моем селе, еще в другом селе, делали прямо в мечетях садаки, у кого-то в частных домах. Но именно, знаете, какие? Не просто так, вот лепешки что-то раздали, а собирали много людей, читали, делали молитву, делали зикр, варили много мяса, раздавали сырое мясо таким, знаете, ну, каким малоимущим, вот таким вот были сделаны садаки. Я имела это в виду. И поэтому ради Аллаха, ради Бога, меня не осуждайте, не вините. Я не говорю, что у чеченцев не было траура. У нас у всех такой день, конечно, день скорби. И просто день памяти и никакой злобы. Никакой злобы. Ни у меня, ни у народов наших, по-моему, нет. Ради Бога, меня простите, если я неправильно высказалась. Вот. Ну, на этом, наверное, об этой теме закрою. Я даже пожалела, что даже затеяла этот разговор вчера. Я даже сняла еще один ролик. Не то, что поехал сын в такой мороз, снимал наши мемориалы, снимал даже одна девочка, гид нашего музея, 5-6 минут рассказывала моему сыну на телефон про все, что там происходило. Но я решила не выпускать этот ролик, раз такие вот недоумевания бывают, что мы недопонимание вроде бы. И просто оставила этот ролик не сняв. И решила сегодня выложить ролик, который был снят 1 февраля. Сегодня как раз уехала моя внучка. Мне очень скучно. Я вот вышла пойти в магазин, хотя сын говорит, давай я пойду. Я говорю, нет, давай все-таки я просто пойду, порасскажу, поговорю со своим зрителем. Но уже стемнело, пока я собиралась. И дело в том, что вот приехали сегодня дочка с внуком, говорят. Ну, конечно, они приехали к себе домой, не сюда, не ко мне. Я их пока не увижу. Не знаю, когда они приедут. Холодно у нас, как видите, снежно везде, морозно. Ну, хорошо, это зима. Мне очень нравится такая погода. Конечно, немножечко холодно у нас в доме. Ну, ничего, это все приходящее, это все проходящее, уходящее, приходящее. Все будет нормально. Лишь бы мы были живы и здоровы, лишь бы в действительности, как я говорю, был мир.
мир на земле, и был мир между нами всеми. Вот. И поэтому вот сегодня распаковку свою поставлю вам, что прислала мне Галя. Холодно, действительно, очень холодно. Я вообще эти 3-4 дня, даже не 4, у меня Ишка была 5 дней, по-моему, не выходила так надолго. Боялась ее оставлять, боялась ее выводить. Вот. Уехал мой маленький лучик. Конечно, буду скучать, уже скучаю. Дом у нас опять заснул. Вот такие вот дела. Надеюсь, у вас все хорошо у всех. Надеюсь, я всем все объяснила. Никто на меня не обижается. Мне неприятно, когда бывают вот такие вот ситуации. Просто, знаете, когда хочешь о чем-то рассказать, что-то сказать, ну, это моя плохая привычка. Я как-то, наверное, научусь это себя сначала одно сказать, закончить тему, потом переходить на другую. Я никого не виню, это моя вина, значит, я неправильно донесла до вас. Вот так вот, друзья. Ну и вот пока я вышла, иду, я, наверное, вам расскажу, знаете, о чем. Был такой не комментарий, а в личку мне двое даже написали. Одна моя, ну, они, получается, уже обе мои подруги. Одна блогер, вторая подписчица. Написала мне так, знаете, спросила просто, ну, как раз вот про девочку, про мальчика, родившегося, про то, приехали или нет. И вопрос такой задала, как вы вот встречаете, что вам надо делать. Ну, родился ребенок, что и как. Так, здесь людей поменьше, сюда пойду, через другую улицу пойду в магазин. И дело в том, что у нас, знаете как, не знаю, как темно вам, наверное. Дело в том, что у нас, когда рождается первый ребенок, вот тогда полностью приданое покупают родители, ну, родители девушки, женщины. Ну, например, я должна купить первому ребенку своих дочерей полностью приданое ее ребенку. Там без разницы, девочка родится или мальчик. Так, ну, друзья, уже темно, холодно. Я вам потом расскажу это. А сегодняшний влог закончу. Не надо бежать, уже замерзла и не видно почти ничего. Как у нас происходит все это, я расскажу потом, потому что это будет слишком длинно. На этом все. Всех благ вам, мира и благоденствия. Как-то так. Так, друзья, сегодня мне пришла посылка из Америки. Я знала, что мне ее прислали. Знаю от кого. Это вторая посылка от Галины. Галина, большое тебе спасибо. Так, Галина Рубальченко, видите, с Америки. Но посылку я буду распаковывать сегодня. Сегодня 1 февраля. Так же? Да, сегодня 1 февраля. Посылку я распакую, но посылка, значит, пришла 1 февраля. Но выходить она будет, я не знаю, какого числа, потому что тут небольшой секрет, который мы никому не говорили. Я запретила своей дочери говорить, кто там у нее родится, не хотелось, поэтому никто не знает. Знают только вот втроем мы. Поэтому сейчас посмотрим, что нам прислала Галина. Галина тоже, конечно, моя самая близкая подруга теперь получается. Она тоже наш секрет знает. И скотч мы просто разорвали, но что внутри, я не знаю. Я знаю, что детские вещи, но что, не знаю. Посылка дошла довольно-таки быстро. Аишка приехала сегодня. Вот так, сейчас посмотрим. Так, ух ты, цветочки. Это мне в вазочку. Так, а ну давай ты снимай, а я буду вытаскивать, что мне неудобно. Так, Левочка, пусть все, что ты хочешь, исполнится, пусть все получится. Витаминки для твоей мамы, чтобы рука прошла быстрее, и подарочки для всех. Ну, спасибо, Галя. Так, это цветочки, значит, да? Так, значит, это по-моему, витаминки такие. Да, D3, чтобы кости быстрее сросли. Так. Это этикеточка, наверное, от чего-то. Так, это 100% Аишка. Аишка, смотри, какая красота.
Ух ты! Мини Маус, Аишка, у тебя уже вторые кроссовки. А ты еще думала, что ей с джинсами покупать? Вот как раз с джинсами кроссовочки. Эй, Туля, пока сиди, а мама, скорее, тетя сама. Она все, обуваться пошла. Пойдем сначала посмотрим, посмотрим твои подарочки. Да, хожу, да, хожу. Ух ты! Снимай ее мордашку снимай, какая довольная. Енёка, хожу на ней намёка, на веселоне твоя, хожу? Ух ты, Ишка. К лету тоже Ишка готова, ну все. И все, Ненёка. Ух ты, какие джинсы, а мы джинсы купили. Мы перестали покупать, еще были бы в курсе, да, Аишка? Ишка, да? Ишка, ну ты Гале даешь. О, а ты еще и такую искала. Вот как раз и купила с рукавчиками. Ух ты! Ой, ты мой золотой. Аишка довольная. Ага, тут и принцессе платьице. Смотри. Ты посмотри, какое, смотри. Это на спине, наверное, будет. Смотри, как красота. Сильная рожка. Тоже там на ногу. Аишка там А, тоже на йоги. ногу. Видишь, все твои любимые йоги везде. Смотри, лошадка какая. Как она называлась этим? Единорог. Нет, он как он называется. Единорожка. Ух ты, и тут единорог. Вот Галя как все предусмотрела. А же, смотри, это твое. А это лучшему оператору канала. Это ж кому? Ибрагиму, что ли? Да, получается. Ничего себе. Ты посмотри, Ибрагима нет дома сейчас. Угу. Так, ну Галя ты даешь. Это что? Духи, наверное. Ага, туалетная вода, духи, что духи, скорее всего. Так, Так, ну это Каспер пошел. А, футболка. Ух ты. Как раз, между прочим, он тоже свои денежки копит, купить себе какую-то футболку, что-то такое надо ему срочно сказать, чтобы посмотрел. Галечка, спасибо большое. Так, ну остальное, как я вижу, уже вещи малыша. Ну, Галя, конечно, как я сказала, секретик открыли. Так что, вот, один костюмчик. Ой, такая красота. Ух ты, целая коробка только для малыша. Зачем я еще вещи покупала? Ты же сумку готовила, да? Ой, сколько. Ты нормально снимаешь? Я вещи снимаю. А, вот. Ну, меня не надо снимать, вещи не снимай. О, это одеяльце, да? Да. И сразу же слоненок. А еще не Аишка. Конечно. Как Аиш? Ага, разложила свои вещи, смотри-ка. Все, пока не надо, сама девочка. Это не твое. Так. Ой, носочки. Я представляю, еще 3 пары носков купила. Зачем? Получается, мне посылку Галю надо было ставить. Тебе теперь обидно, что ты тратила. Смотри, какое это. Это тебе, наверное. Это мое, что ли? Наверное. Большое, да? Такого большого только у меня. Я только такая, да? Это тебе, чтобы по двору гулять. Это как курточка. Куртка, да? Ну, ты, Галя, даешь. Ты даешь. Так, это крем, наверное, для рук и для тела. Крем для рук и тела. Это мое тоже, и я не забыла. Ой, смотри, как раз я никак не могла себе выделить денежку, купить силиконовые лопаточки. Ну ты все предусмотрела, Галя. Ты просто умница. Так, это Аишкина с платьицем. Аишка, смотри, сколько еще. И куколка, смотри, какая красота. Аишка, покажи ее, мордашку покажи. Видишь, Аишка? Ух ты. Так, это будущего малыша. Так, ты же переживала, хотела соски посмотреть? Мы просто знали кое-что, что она пришлет. Вот тебе. Вот соски бутылка я не покупала, потому что она прислала. Она говорила, что они ортопедические. Но она вещи тоже некоторые присылала, сказала, да, она что будет несколько вещей сюрприз. послала, а остальное сказала, будет сюрприз. Все показывать неинтересно. Я видела несколько штук и знала, что прислала она вот эти вот сосочки и бутылочку. Так.
Бутылочка. Я Это не и вижу. есть бутылочка, по-моему. Это и есть Это бутылочка. бутылочка, да? Нет, это... Нет. Ну, это для первого прикорма. Яблоко, яблоко, что-нибудь, фрукты кладешь, и оттуда ребенок уже Ну высасывает. все, а я видела на фотографии, как будто это бутылка. Ну все равно хорошо. Ну да. Почему не Тоже хорошо? нужная вещь. Бутылочки не обязательно. Просто на фотографии мне казалась бутылка, поэтому я говорю про бутылку. Потому что кое-что мне Галина присылала. Так, носочки. Это, наверное, мне тоже, да? Или кому я захочу отдать? Так, тапки, скорее всего, бабушке, наверное, да? Здесь еще косынка. Косынка еще здесь. Если косынки, то, наверное, и тебе. Ну, можешь и бабушке отдать, ей как раз постоянно холодно. Да, вот как раз это бабушкины. Ей холодно бывает, ноги холодные бывают. Если подойдут. Не подойдут, буду носить сама. Подарку пропасть не дадим, по-любому. Ой, какая косынка. Все, я теперь буду красивая на съемках. Да, Ишка? Ух ты. Тебе обычно косынки Галя очень идут. Так. Это что? Лимон, сахар. Что это такое? Надо Галю спросить, что это. Я не знаю, что это. Больше пояснительных бумаг здесь нет. Носочки еще такие теплые. Сейчас уже по своему огороду можешь смело ходить. И фартук. Мне вчера вот сестра подарила такой фартук. Я сегодня тоже с утра делаю пельмени, вареники. И еще один фартук. Теперь я буду меняться в разных фартуках. Буду в разных фартуках. Одну испачкала быстро, Да. вторую надела, пока Спасибо, температура. Галя, огромное тебе спасибо. Я даже не знаю, как выразить всю благодарность свою. Большое тебе спасибо, всех благ тебе, чтобы все были твои родственники, все здоровы, чтобы ты была здорова. И я надеюсь, летом ты к нам приедешь, все-таки ты вроде бы собираешься в Кабарду. Галя сама родом из Кабарды. Если ты приедешь, Нальчик, в Кабарду, то, пожалуйста, не то, что пожалуйста, все равно я это буду знать, и ты обязательно к нам приедешь в гости. Огромное тебе спасибо. Ты просто, я даже не знаю, вот настолько я тебе благодарна. Тут даже близкие родственники не дали столько вещей, столько объема вещей, столько радости. Даже близкий родственник не делает. Это что-то. Аишка довольная убежала со своими кроссовочками, с игрушками побежала. Аишка, покажи, что это? Что это? Кукла! Хаял кукла, хайду. Не, открываю. Аишка забирает у матери эту футболочку, говорит, это мое. Это мое. Это мое. Это мое. Отдай, это мое. Хаясис. Вот видишь, на камеру не говорит. Аишка, это что? А это что, Аишка? Бутылочка, да? Покажем. Фигас, Аишка, А фигас. кроссовочки где твои? Посмотри, какие Вот красивые. кроссовки какие у нас, чудо. Посмотри. Что это? Мини Маус?